Добрый вечер. В эфире программа «Якутия в деталях». С вами Яна Бабаева. В конце июня в региональном отделении Общероссийского народного фронта был назначен новый руководитель Дмитрий Паньков, который сегодня пришел к нам в гости на эфир. О том, какие задачи стоят сегодня перед отделением, каких успехов удалось добиться за последние несколько лет, а также о том, какие планы уже начали претворяться в жизнь, мы поговорим сегодня с нашим гостем. Добрый вечер, Дмитрий Александрович. Здравствуйте, Яна. Ну вот, поздравляю вас с назначением. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, мне и нашим телезрителям о том, вот как сегодня организована работа, какие задачи стоят, и были ли еще изменения в составе отделения, и куда все же ушел Валерий Алексеевич Лютый. Ну, еще раз спасибо за поздравления. Действительно, это в первую очередь большая ответственность. Гордо носить имя команды Путина, это действительно дорогого стоит. У нас задачи остаются прежними. Безусловно, это в первую очередь повестка специальной военной операции. Это наша самая такая мощная сейчас акция по сбору средств. Фонд «Все для победы». Безусловно, нам нельзя останавливаться, нужно наращивать, наоборот, темпы. Очень остро стоят вопросы, острые вопросы как раз-таки относятся к нашей так называемой красной повестке. Это то, что волнует большинство населения. Это какие-то нерешаемые вопросы, где-то недоработка государственной власти, где-то просто какие-то технические там вопросы, которые требуют пристального внимания, которые нужно озвучивать, которые нужно прорабатывать. И, в принципе, мы этим и занимались ранее, и на сегодняшний день усиливаемся в этом направлении. Валерий Алексеевич от нас никуда, естественно, не уходит. В ближайшее время планируется ротация регионального штаба. Будет также Валерий Алексеевич введен в состав сопредседателей Народного фронта, это, можно сказать, учредители, да, Народного фронта. И он также с нами до сих пор работает по повестке СВО, и на сегодняшний день он работает при образовании, он ведет лекции по патриотическому воспитанию, работает с молодежью, и у него это неплохо получается. Я очень рад за него, действительно. Ну, мы никуда с ним не попрощались, он всегда с нами рядом. Какую работу сегодня ведет отделение УНФ в Якутии, то есть если говорить в глобальном плане, и можно углубиться в какие-то проекты, которые вот прямо сейчас реализуются, кроме СВО, и как бы вот прям может что-то интересное есть? Ну, если конкретно по конкретным обращениям, да, работа. Есть, конечно, точечные обращения. Вот у нас сейчас почему-то увеличилась, я заметил, динамика по трудовым отношениям. То есть уволена беременная женщина, да, там невыплата заработной платы. То есть это тоже отдельная вот такая точечная работа. Это обращение граждан непосредственно. Если в глобальном смотреть смысле, это, конечно же, остается экология, да, проекты по экологии. То есть мы действительно за это очень сильно переживаем, так как при Народном фронте есть школа экологов, и мы готовили, так сказать, общественных инспекторов-экологов, и многие из наших фронтовиков являются общественными инспекторами-экологами, и, конечно, мы эту повестку дальше продолжаем вести. Также про СВО, в принципе, мы поговорили, я рассказал, и это тоже, конечно, глобальная история, мы продолжаем заниматься. Буквально вот только что вернулся с Жатая, там так называемые шелкопряды, да, женщины у нас плетут маскировочные сети, масхалаты. Их работу тоже нужно освещать в первую очередь, то есть это деятельность именно такая вот с точки зрения медиа, да, так сказать. Ну и, конечно же, поощрять как-то, то есть вот это самое главное, что они понимают, что все не просто так. И они после этого, эти маскировочные сети, масхалаты, одежду теплую для ребят, конечно, и в том числе через Народный фронт с гуманитарной помощью передают туда ребятам на СВО. Вот. И надо не забывать, что одной из основных функций Народного фронта — это следить за тем, чтобы не было расточительности по трате бюджетных средств, чтобы не было незаконных закупок каких-то. Эту работу также мы продолжаем.
Продолжаем работу по качеству, безопасных, качественных дорог, проверка качества строительства. Это все то, что связано с национальными проектами. В глобальном смысле это так. Ну вот раз мы про СВО начали говорить, все равно еще один вопрос задам. Вот, расскажите, как выстроена работа с нашими бойцами? Я знаю, что вы недавно отправили партию автомобилей. То есть это они ее попросили, или это наоборот инициатива наша была, что вот нашим ребятам нужно отправить? Вот как это настроено? Смотрите, эта история, она многогранная чуть-чуть. У нас на сегодняшний день очень хорошо выстроены у Народного фронта с органами исполнительной власти взаимоотношения в части передачи автомашин от органов исполнительной власти. Вот у нас машины пошли от налоговой, от Росимущества, там, от соцфонда, то есть разные вот эти автомобили, они подготавливаются, отправляются на передовую, там распределяются, конечно, по заявкам. Заявок очень много, ребята действительно ждут эту технику. И, к сожалению, ну, всем не поможешь. Где-то уже точечно, конкретно, под конкретного бойца передают. Вот у нас житель Жатая, например, передал свою личную автомашину. То есть это просто вот... Его инициатива. Да, его инициатива. УАЗ «Патриот». Буквально 15 числа был погружен на ЖД-состав. Все, наконец-то они поехали. Это очень сложный логистический процесс. И там, соответственно, распределение, оно идет либо по заявкам, либо вот когда уже точечно определяют, так сказать, ребят, благополучателей, кто непосредственно в Ростовской области их будет получать. А вот работаете ли вы с родными и близкими участников СВО? Какую помощь им оказываете? С ними работаем и работали. Сейчас, знаете, как-то больше, наверное, остались те ребята, с которыми вот еще на момент начала СВО мы работали. Добровольцев было много. Вот с их семьями работаем. Очень помогло вообще снять нагрузку создания фонда «Защитники Отечества». Они действительно сейчас взяли большую нагрузку в этом направлении. Обращения бывают где-то какие-то недочеты, затыки, как бы тоже отправляем запросы, уточняемся с министерствами. Ну, в принципе, те, кто вот у нас остался, так сказать, подшефные семьи, мы с ними также продолжаем работать. Вот. Михаилу Ивановичу будем опять передавать дрова готовить. То есть, ну, отец одного из участников специальной военной операции, пожилой человек, сейчас один, на печном отоплении, то есть, ну, вот так. Там у него газ должны провести, социальная газификация, тоже этот момент отслеживаем, постараемся как-то ускорить. Ну, вот в таком ключе как бы продолжаем работать. Недавно совершенно встретили вот бойца, к сожалению, стал инвалидом, обе ноги потерял, Сизых Николай. У него как раз-таки мать обращалась, чтобы в частном домовладении сделали доступную среду. Потому что сын остался инвалидом на сегодняшний день, и там, конечно, кое-что нужно поменять. Где-то под инвалидную коляску эти пандусы, пороги убрать, где-то площадку сделать ровной. В принципе, он на своих фактически ногах пришел, мы его встретили в аэропорту, ему поставили протезы, очень неплохие протезы, он сам доволен. Он сам не ожидал, что действительно как бы так быстро поставят на ноги. И самое главное, что в его глазах чувствовалась вот эта вот мощь. Все-таки вот он не сдается, и вот он вот такой. И мы, конечно же, его стараемся поддерживать всячески. И тоже на контроле этот вопрос держим на сегодняшний день. Комиссии были, одобрили, ждем уже непосредственного исполнения. Ну вот, а как часто вы бываете в зоне проведения СВО? Вот там ребята вас наши о чем-то просят, может быть, прям лично как-то обращаются? Я лично еще не был, да, вот ожидаю, что с гуманитарной миссией мы также поедем. Коллеги были, ребята обращаются и дистанционно оттуда, не только находясь там, ребята обращаются. В большинстве случаев это в первую очередь острая необходимость дронов, потому что вещь на сегодняшний день вообще один взлет-посадка даже не происходит, один взлет и все. Это оптика, это, значит, приборы ночного видения, это тепловизоры, по-прежнему это все требуется, это ну, расходный материал, который нужно бесконечно пополнять. Да, очень хорошую вот коллеги с «Единой России» акцию, да, провели по сбору ружей, тоже очень необходимая вещь, и на сегодняшний день приходят видео, которые говорят о том, насколько это полезно, насколько это действительно ребятам спасает жизнь.
Ну и те же маскировочные сети, не просто так женщины и волонтеры, ну там и мужчины, и молодежь даже есть, конечно, не просто так они всем этим занимаются, потому что на это есть запрос. На сегодняшний день эти сети, так называемый мангал, да, называется, ставятся на военную технику, чтобы сдерживать вот этот дрон или снаряд, то есть чтобы он не попал конкретно на бронетехнику. Вот я знаю, что вы ведете уроки для старших школьников и студентов на тему СВО. О чем вы рассказываете ребятам и какие вопросы они задают вам? Знаете, первые уроки, которые начинались и шли, это в первую очередь были вопросы «а почему и зачем?». И вот здесь действительно было не то, что сложно, мы-то понимали, да, это... Ребята, может быть, не до конца понимали. И вот нужно было прям разжевывать, показывать. А потом, и был же информационный вакуум определенного рода. А потом, когда вот уже у нас действительно медиа все выстроилось, все встало на рельсы, да, СВОшные, ребята начали понимать. То есть, ну, у них действительно вот этот вакуум ушел. Картинка и да, сложилась, и с ними на сегодняшний день общаться приходится не на эту тему, а больше на то, а как там сейчас? А вот когда закончится? А как там сейчас? А что нужно? А что вообще вот за вооружение? А вот эти НАТО там, как вот это? Вот действительно ли там другие страны воюют? То есть уже вот такие вопросы пошли. То есть уже зачем и почему, да, вопрос снят на сегодняшний день. Я думаю, все уже прекрасно понимают, зачем и почему. Ну вот как вы считаете, нашу современную молодежь можно назвать патриотической и почему? Конечно, в большинстве своем ребята у нас патриотичны. И видел я военно-патриотические клубы, казаки, да, вот как очень хорошо ведут молодежную вот эту политику патриотического воспитания. В школах сейчас созданы парты героев, реально классы военно-патриотические. Это говорит о том, что ребята к этому тянутся, а ребята тянутся это в первую очередь потому, что начинают понимать, для чего это нужно. Они действительно хотят стать защитниками нашей Родины. У многих ребят родственники на СВО, да, и, конечно, они понимают, что они, возможно, станут когда-то заменой тем же своим бойцам. И в принципе, у нас на сегодняшний день молодежь гораздо патриотичнее, чем 5 лет назад, я вам так скажу. Хотя вот 5 лет назад я работал именно с молодежью. Я был координатором по молодежным проектам, молодежка ОНФ. И тогда были ребята патриотичные, но сейчас они еще патриотичнее. Это здорово. А вот как вы думаете, кто должен нести большую ответственность в моральном плане за воспитание подрастающего поколения? Родители, либо общество, либо школа? Вот кто? Кто растит из нас патриотов, скажем так? Безусловно, у нас все воспитание и самое важное воспитание идет из семьи. Это в первую очередь настрой родителей, как они воспитывают ребят, как они рассуждают. Ребенок впитывает все. И какие на кухне разговоры идут, вот такое у него понимание и в жизни идет. Если там, извините меня, негативная какая-то идет история, то и он так как-то себя по итогу позиционирует. Да, нет, все, ну, протест начинается, да. А школа, она должна усиливать вот эти чувства, которые ему привила семья, наоборот, их раскрывать еще больше. Вот здесь, конечно, самое важное — это семья, безусловно, это тут даже спорить не о чем. Второе место — это, конечно, школа. Общество — это уже третье, но когда у нас будет воспитанное такое патриотическое общество, тут будешь стараться равняться, конечно, на своих сверстников, коллег и на всех людей, кто тебя окружает. Это третье уже, да. Но вы работаете с обществом. Насколько, на ваш взгляд, наше общество в целом, допустим, если говорить про якутян, готово помогать другим людям, делиться успехами и, что самое главное, принимать успехи других людей? И можно ли сказать, что наше общество здорово в эмоциональном плане? В эмоциональном плане общество, не сказать, что оно нездорово. Оно, возможно, потрясено. Не все до сих пор могут принять тот факт, что идет специальная военная операция. Не все до сих пор могут принять положительно то или иное изменение в нашей жизни. Я, например, иной раз не понимаю, как люди могут негативно реагировать на то, что на самом деле позитивное.
Например, есть какой-то пример животрепещущий? Начали что-то строить, начали отсыпать дорогу, чтобы положить потом асфальт. Пыль. И ругаются из всех вот каких можно утюгов. Вот все, но у нас пыль почему вот не решается? Конечно, это вот мелочи такие, но из этого делать глобальную проблему, конечно, тоже не стоит. Это же позитивные изменения. И давайте вспомним ту же мусорную реформу. Она же с таким скрипом заходила. А что мы на сегодняшний день имеем? Ну, явно, что региональный оператор, который вот саккумулирован теперь в одном лице, он справляется со своими обязанностями. Ну, не всегда есть погрешности, безусловно, но мы же видим, что гораздо лучше стали санитарные точки, они стали нормативными. Мы видим, как много стало мусороубирающих машин, да, мусоровозов. Да. Мы видим, что идет подбор мусора, идет раздельный сбор мусора. Это же все вот в рамках реформы. А как со скрипом-то заходило, как люди были недовольны действительно. И, ну, это вот как примеры я вам привожу, и ну, дорогу строят, это что-то строят, вот плохо построили. Ну, да, и здесь как раз-таки включается Народный фронт. Мы-то следим и мониторим, чтобы было качественно сделано. Здесь тоже, конечно, и доля правды есть в чаяниях людей, да, но не надо из этого вот прям действительно ну, какую-то панику поднимать, перегиб, как бы вот говорить об этом, есть все-таки в обществе перегиб. А в целом, конечно, люди стали сплоченными, люди понимают, что у нас есть общий враг, у нас есть ребята, которые нуждаются в помощи, да, на сегодняшний день, и вот действительно вот эти военные рельсы, которые должны все работать на благо нашей Родины, на благо защиты Родины. И опять же вернусь вот к нашим волонтерам, народным полкам, как мы их называем в Народном фронте. Это все те люди, которые хоть как-то помогают ребятам на СВО. Мы их называем народными полками. Их же становится больше. Общество это понимает, общество это принимает. Поэтому, я думаю, здесь все-таки у нас, конечно, здоровое общество на сегодняшний день. А вот как отношение к Общероссийскому народному фронту в Якутии изменилось за последние несколько лет? И изменилось ли вообще? Или все стабильно хорошо, стабильно плохо, или как? Но это же можно оценить только уровнем доверия. И, знаете, мы же раньше просто были Народный фронт. И у нас на груди была только надпись «Народный фронт». А на сегодня мы команда Путина. Я думаю, уровень доверия и у власти, и у населения он вырос за последние 5 лет по-любому. Ну вот а какие проекты, которые курирует лично Владимир Владимирович, у нас реализуются в Якутии? Давайте вот назовем топ-3 этих проектов, вот, за которыми вы тоже следите. Это у нас, получается, комфортная городская среда, правильно? Да, безопасные, качественные дороги. И что еще есть? Что я забыла? Ну, это вообще все нацпроекты. Давайте начнем, допустим, здравоохранения. Глава Якутии докладывал президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину при открытии онкодиспансера Большого. Да, это действительно уникальное здание, это огромный комплекс, который самый большой и самый лучший на сегодняшний день на Дальнем Востоке. Да? Вот. Если личное внимание президента к этому, это, конечно, дорогого стоит, и действительно, значит, это значимый проект. Значимыми проектами я считаю мастер-планы и города Нерюнгри, и города Якутска. Это очень, как правильно сказать-то? Важная, объемная работа. Мы глубоко замахнулись, как говорится. Это до 30-го года расселить все ветхое аварийное жилье. Это тоже мощно. И действительно, президент же за этим следит. Он же как бы дал указание реализовать этот мастер-план. Поэтому в самом мастер-плане-то сидит еще куча нацпроектов, потому что это и строительство дошкольных учреждений, это строительство школ, это строительство поликлиник, больниц. Это все очень массово, и тут даже топ-3 не обойдешься. Каждый нацпроект, он важен по-своему. Он определяет те или иные слои населения, которым это на сегодняшний день очень важно. Ну и, конечно, без дорог, куда мы уедем, это, без этого нельзя. Просто ждем нельзя. мост. В общем. Да, это тоже вот отдельная история, да? Это да. Ну вот, а какие проекты вы бы отметили как наиболее успешные? Вот, допустим, мы онкодиспансер отметили, ну, строительство дорог, мастер-план, что еще?
Вот что у нас классно прям получилось, что действительно, можно сказать, вот постарались, молодцы. Ну, я считаю, что тот объем, который на сегодняшний день строится, и дорог, и по расселению ветхого аварийного жилья, он идет семимильными шагами. Это действительно так. Где-то есть погрешности по качеству, не без этого, и поэтому нужно и в этом направлении работать, Народному фронту работать, да вообще гражданскому обществу. Но это, я считаю, стоит отметить, потому что, посещая другие города, я скажу, не всем городам так повезло, что вот такое внимание оказано. И в целом, если говорить о Якутии, конечно, ты радуешься тому, что в том или ином населенном пункте открыта новая школа, открыта новая больница. Вы знаете, я был вот в Горном районе, в райцентре. Мы в школу зашли, но я в Якутске таких школ не видел. Ну, правда, ну это вау. Ну, это действительно уровень на сегодняшний день, и это показатель, самое главное, удовлетворенности населения. Мы видим по улыбкам детей, что им нравится в новой школе, им нравится, что она вот в таком супер стиле, у них там лаунж-зоны какие-то, да, вот это, ну, правда, нельзя нам на иностранных языках теперь говорить. Зоны отдыха, зоны чтения, то есть в шахматы ребята могут спокойно поиграть. И, конечно, это говорит о том, что, ну, это правильное направление абсолютно. А насколько наши климатические условия и отдаленность, ну, транспортная, скажем так, разобщенность влияет на реализацию тех или иных проектов? Очень сильно. И мы знаем, что был, например, срыв строительства, ремонта, точнее, капитального ремонта школы в Тиксе. Ну, это, правда, было в 2022 году, если я не ошибаюсь. Ну, прям срыв был из-за логистической истории. Были срывы строительства ФАПов, фельдшерско-акушерских пунктов. Это тоже нацпроект здравоохранения. И именно логистика страдала. Где-то подводили именно контрагенты, которые не могли материал отправить, потому что не успевали где-то. То есть переправа закрывается, где-то приходилось на сезон аж переносить. Это кстати, дает и удорожание. Вот иной раз смотришь, объект какой-то должен строиться, да, мы смотрим смету, мы же тоже это отслеживаем. И диву даешься, ну, цены просто космос какой-то. А их же в итоге, они же экспертизу проходят, эти сметы, госэкспертизу, и ты понимаешь, что обоснование цены, оно есть. Ну, правда, конечно, выявляем иногда завышенные, но в целом и в общем, действительно, на сегодняшний день строительство — это очень дорого. А вот с какими вопросами чаще всего обращаются к вам якутяне? И как это сделать? То есть вот как я могу к вам обратиться, чтобы вы мне помогли, например, с любым вопросом, либо это какой-то должен быть общественный вопрос? Нет, обращаются с абсолютно любыми вопросами. У нас еще переданы в работу, кстати, мы это не отметили ранее, вопросы, которые поступили на прямую линию с президентом, но там такие долгоиграющие, как правило, да, ну, когда будет Ленский мост там, или еще что-то. Но есть и точечные вопросы, которые мы действительно поднимаем, когда на это хватает времени, потому что, ну, и текущие граждане-то идут, они обращаются к нам непосредственно в региональное отделение, в региональный исполком. В общественном центре мы располагаемся на Курашова, 24. Мы сейчас максимально уходим в медиа, то есть это социальные сети. Люди прям пишут под тем или иным постом комментарий с указанием проблемы, что у нас вот тоже такая проблема, либо просто могут написать сообщение, как обращение, оно остается. Звонят по телефону рабочему. И сегодня, кстати, позвонил человек, у нас выходил, благодаря вашим коллегам ГТРК «Саха», сюжет по брошенным автомобилям, которые заполонили город, на парковочных местах во дворах стоят, брошены, ну, без номеров уже там, вот просто, иногда действительно хлам прям какой-то. Позвонил мужчина, говорит, а вот я увидел сюжет, а как вот мне обратиться, вот 5 машин стоит у нас вот так же брошенных уже несколько лет во дворе.
Я ему все объяснил, он точно так же все понял. Я, говорит, через социальные сети вам скину. Адрес, фотографии, все. Расскажите, как решить вопрос с брошенными машинами, нам тоже интересно. Да, ну, вопрос, конечно, глобальный на самом деле. И мы его вот начали будоражить. Почему? Потому что ГАИ этим не занимается. ГАИ работает у нас, ну, ГИБДД, только по нарушениям, да. То есть административные правонарушения. Если машина перегородила, например, пожарный выезд, да, кстати, в ходе рейда мы выявили такую машину, это уже правонарушение, это конкретно подпадает под Кодекс об административных правонарушениях, там вопросы снимаются. А вот которые без госномеров автомашины, тут уже должна работать мэрия. Они выявляют, они вывозят, у них есть подряды на это, да, но стараются выявить хозяина в любом случае. И тут уже такая глобальная работа и с управляющими компаниями, и с жильцами. Управы должны отрабатывать, да, в этом направлении. Кстати, после сюжета даже мне в комментарии в личной моей социальной сети в личку написал молодой, видимо, человек, говорит: а вы с 203-го микрорайона не увозили Toyota Mark II черную? Это моя, да? Да, я говорю: нет, до туда мы еще не добрались. Он говорит: пожалуйста, не увозите, я сам увезу. То есть, ну, работает, значит, да, эта система. А на самом деле мы видим решение следующим образом. Все-таки нужно ужесточить ответственность, я считаю. Ну, у нас действительно тесноватый город. У нас очень мало парковок, и надо перенять опыт других регионов, чтобы такое предотвращать. И здесь, в первую очередь, наверное, стоит, да, ужесточить ответственность. Не стоит так бросать машины. Потом у нас еще появилось очень модно: а давай заморожу во дворе автомашину. И в итоге двор, в котором там буквально 15 парковочных мест, из них там уже замороженных на зиму 5 машин стоит. Но у нас стали люди-то более активно пользоваться и в зимний период автомашинами. У нас же портативные гаражи появились. Да. И это, опять же, и зимой стало проблемой. Поэтому решение видим таким образом. И плюс все-таки, а куда людям ставить машины? Да. Если нет частного домовладения, если родственников нет кому поставить, гаража нет. Вот. Здесь все-таки нужно поработать над тем с администрацией, чтобы создать специализированную стоянку. Вот как в свое время гаражи же вывозили, сделали стоянку, сделали ее охраняемой. Ну, пусть машины точно так же будут ставить автолюбители. Но не пользуется он этой машиной. Запчасть какую-то он может ждать, редкую, тем более с нашим санкционным давлением. Действительно, и такое может быть. Двигатель, представляете, на автомашину заказать, пока он придет там. То есть туда поставил временно, пришла запчасть, все, перегнал на автосервис. То есть возможность же нужно людям создавать, условия. Поэтому здесь тоже вот предложение у нас к мэрии поступило организовать круглый стол и совместно поработать над этой темой. Но они за. Они только за, они понимают, что это на сегодняшний день глобальная проблема. Это здорово. А вот как вы осуществляете мониторинг? То есть это соцсети, это личное обращение, вот что-то еще, может быть, есть такое более глобальное? То есть какая-то аналитика проводится? Ну, больше, конечно, это личное обращение и социальные сети, и мы просто не можем мимо пройти какой-то проблемы, которую начинают озвучивать и будоражить в социальных сетях. У нас же есть еще и WhatsApp-группы различного рода, да, и члены штаба, активисты Народного фронта, они видят это, и мы начинаем просто это обсуждать в группе. Давайте вот эту тему-то надо как-то помочь людям. Вот, поэтому здесь, конечно, так отработка идет в том числе. И у нас в свое время была программа УНФ «Помощь», то есть люди могли обратиться через сайт, и они, по-моему, до сих пор обращаются, если я не ошибаюсь. Вот. И поэтому обращений, конечно, очень много. Их хватает, и здесь приходится иной раз выбирать, к сожалению. Объять необъятное невозможно. А вот как примкнуть к вашему прекрасному сообществу, если у человека вот сейчас возникнет желание присоединиться, проявить свою активную гражданскую позицию? Вот куда бежать? Можно написать в социальных сетях. Мы представлены на всех площадках, кроме запрещенных. Вот. И написать о своем желании. Мы вышлем анкету, заполнить анкету, встретиться, побеседовать и начать принимать просто участие в различных наших акциях. Этого достаточно, чтобы быть, так сказать, членом команды Народного фронта.
Ну вот вы часто принимаете участие в мероприятиях. Какие наиболее вам запомнились? Ну давайте, если возьмем за последний полгода или год. Мероприятия какого характера? Ну, возможно, какие-то, я не знаю, там с участием правительства, может, какие-то форумы были. Вот Был форум не так давно, я его посещал. Это был именно форум «Все для Победы». 2-летие отмечали этого форума. В рамках форума были представлены, есть еще у нас такие внутри проекта, есть подпроекты. И вот есть такой проект, как Кулибин Клаб. Это те ребята, которые каким-то образом либо изобретают новшества, которые необходимы на СВО, либо модернизируют. То есть, имеющиеся. Да, какие-то броню ставят дополнительную. Вот у нас есть такой мужчина в Алдане, который из комплектующих, которые он заказывает, собирает сам квадрокоптеры. То есть это что в первую очередь дает? Он объясняет, что здесь более качественные детали, это гораздо дешевле, чем покупать готовый. Он ставит лопасти более качественные, да, которые износостойкие там, и прочее. Вот. И вот он наш Кулибин. И мы его тоже вот снимали, репортаж с ним делали. Он буквально скоро должен выйти. И вот такие вот товарищи там тоже были. И смотреть на их поделки, смотреть на их изобретения — одно удовольствие, конечно. Ребята реально вот с патриотической... Вот они могут помочь именно так. И с патриотической точки зрения это здорово. И вот этот форум, он объединил вот этих всех людей, объединил нас, представителей Народного фронта. И, конечно, мы там делились знаниями, делились опытом, а как вот лучше машины отправить, как вот здесь вот лучше отработать, вот эта логистика, а как вы с этими работаете. То есть, ну, это прям рабочая такая атмосфера, которая дает жизненный заряд на то, чтобы сделать еще больше. Ну, это здорово. Ну вот я знаю, что вы являетесь депутатом Госсобрания ИЛТМН. Как удается совмещать общественную деятельность и депутатскую? Одно другому не мешает? Помогает вообще как? Ну, в принципе, это и есть одно и то же, потому что у нас все фактически, у нас парламент непрофессиональный, да? У нас фактически все депутаты, они работают на общественных началах, то есть они общественники в первую очередь, да, их избрал народ, да, появилась функция именно законотворческая, ты можешь выступить с законодательной инициативой. Но в целом, работая со своими избирателями, ты работаешь точно по таким же обращениям, точно по таким же жалобам на бездействие там, властей, к примеру. Да? И тут можно поставить просто знак «равно». Ну, за неимением. Хотя Народный фронт, я думаю, что тоже может смело с законодательной инициативой обратиться к ИЛТМНу, к спикеру, да, и попросить, а давайте вот такую реализуем инициативу. Ну, то есть, да, смело можно ставить знак «равно», я считаю. Ну вот, а как часто приходится сталкиваться с бюрократией в вашей работе? Или нет такой проблемы? Нет, к сожалению, она есть. Не все на сегодняшний день понимают, что такое Народный фронт и команда Путина. Но, как мы вернемся к предыдущим вопросам, за последние 5 лет стало более лучше в этом направлении. Не обходится без отписок. По крайней мере, стали отвечать быстрее. И, к сожалению, где-то в каких-то моментах больше бывает даже отписки идут. Либо вытянуть срок, потому что либо не успевают подготовить информацию запрашиваемую, либо еще что-то. Но в целом, конечно, стало лучше и не обходится без вот этого механизма бюрократического, к сожалению, он есть. Ну, будем надеяться, что закончится когда-нибудь. Да, я тоже уверен, что мы когда-нибудь это все победим. Ну вот Общероссийский народный фронт — это организация, которая действует по всей стране. Вот на кого из коллег вы бы, может, не равнялись, даже если хотите, равняйтесь, конечно. Но вот кого бы вы отметили как лучших, как активных, как интересных, и с кем из коллег федерального, других районов и так далее? Общаемся, да? Да, общаетесь, какие-то, может, проекты совместные делаете?
Смотрите, в принципе, я был у коллег в Свердловской области, я был в Иркутской области несколько раз, причем и в составе команды молодежки Народного фронта. Мы боролись с последствиями ЧС. В Тулуне. Да, и в Тулуне, и потом в других населенных пунктах отрабатывали. Я был у коллег в Ставропольском крае. Они абсолютно разные все. В Новосибирске был. И у них, у каждого вот какой-то больше свое направление, да, вот они вот больше за это там переживают. Ну, потому что менталитет разный на самом деле у людей. А особо бы отметил Иркутскую область. Честно, там руководитель регионального отделения Зубун Елена, в честь нее даже на СВО ребята танк назвали. Ничего себе. Да, и ей Сергей Владленович Кириенко вручил, есть у нас теперь в Народном фронте своя, так сказать, это знак Награда. отличия, да, награда. Ей вручили вот как раз-таки на том форуме, про который я рассказывал. Какой опыт у них можно перенять в первую очередь? Они лидеры по сбору «Все для победы». Они собрали более, наверное, уже 160 миллионов на сегодняшний день. Это прям вау. Потому что, ну, Иркутская область, она по плотности населения, ну, не такая, да, большая, а вот работают с предприятиями, да, работают с предприятиями. Люди активно помогают, люди активно идут. Они видят, какая помощь вот оказывается, и хотят ее вносить, в свой вклад сделать. Здесь и по количеству автомашин, которые передали. Ну, у них хорошо тоже отлажена взаимосвязь с органами власти. И, в принципе, они активно работают. Я бы мог отметить, да. В Удмуртии ребята хорошо работают тоже. Проводят всякие различные мероприятия такие. Ну, вот есть перенять опыт. Вот у них прям недавно совершенно прошел типа форума тоже своего «Все для победы». Вот в рамках этого форума они там тоже заряжали энергией, и делились, и отмечали наградами кого-то. Это же тоже необходимо. Поощрять людей, чтобы они еще больше хотели, да, вдохновлялись, хотели помогать. И это правильно. Это вот с этими, с них и нужно брать пример, с этих ребят. Дмитрий Александрович, спасибо большое за интересную беседу. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Яна Бабаева. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.